Всем привет, меня зовут Аина. Сезон Хэллоуина в самом разгаре, поэтому сегодня мы тряхнем стариной и окунемся в мир мистики. Говорят, что True Crime полезен для критического мышления. Загадочные обстоятельства, мистические совпадения. Сегодня мы попробуем соединить эти три вещи – мистику, True Crime и критическое мышление. А перед началом этого видео не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Приятного просмотра! Сопка любви. Возвышенность, откуда открывается панорамный вид на весь город Якутск. Здесь сверкают огни домов, мерцают улицы и ощущается та самая атмосфера. Не зря это место давно стало излюбленным местом для влюбленных. Здесь проводят свидания, делают предложение руки и сердца или просто приходят подышать свежим воздухом и полюбоваться видами. Сопка любви обросла красивыми легендами, романтическими и трагическими историями. Одна из самых трогательных гласит о молодой девушке, которая ради любви пожертвовала собой. Говорят, она была так предана своему избраннику, что даже после смерти ее дух остался охранять это место, оберегать тех, кто приходит сюда с искренними чувствами и надеждой. Естественно, среди романтики прячутся и мрачные тени. На сопке любви ходят и пугающие истории. Говорят, что по ночам здесь появляются призраки. Одни видели девушку в белом платье, которую считают той самой жертвой любви, чей дух не может найти покой. Другие рассказывают о маньяке-извращенце, который по какой-то причине выбирает себе жертвы только легковые автомобили. Реальные происшествия на сопке тоже есть. В 2014 году здесь произошел серьезный инцидент. Зимним днем автомобиль слетел с горы. К счастью, все обошлось без серьезных травм. Скорее всего, снег смягчил падение. Летом последствия могли бы быть более печальными. Этот случай стал предметом разговоров не только из-за опасности зимней якутской дороги, но и потому, что многие его связывают с загадочными силами сопки. Самым жестким случаем стала трагедия 2015 года. Зима, 30 декабря. Около полуночи в Следственный комитет России по Республике Саха-Якутия поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве на окраине карьера по Хатынюряхскому шоссе замерзшего трупа мужчины. Недалеко от места обнаружения тела стояла Corolla Sprinter, в салоне которого находилась компания из 4 человек в бессознательном состоянии. Сам труп был без внешних признаков насилия и находился примерно в 300 метрах от машины. Личность мужчины была установлена. Им стал 22-летний уроженец Алекминского района республики. Все эти случаи произошли именно на сопке любви. Может быть, здесь действительно есть какие-то силы, привлекающие на смерть случайных людей? И да, и нет. Например, байки с призраками или маньяками-извращенцами можно объяснить словами Сахаяны Лопатиной из статьи sahapress.ru. Я не полностью уверена, но мне кажется, что подобное могло приключиться, так как туда чаще всего ездят пьяные. Вот и появились слухи об извращенце. А теперь подумаем вместе. Психика человека в страхе ищет объяснения. Легенда удобна, на них можно списать все. Особенно, если место уже имеет свою репутацию и особенно, если человек в нетрезвом виде. Ведь, как сообщают очевидцы, на капоте той самой Corolla Sprinter, внутри которой находились 4 в бессознательном состоянии, валялась так называемая ракета – приспособление для употребления наркотических веществ. Поэтому зимой переохладиться или попасть в ДТП с помутненным сознанием в ночное время не стоит и труда. И, скорее всего, за страхом стоит не призрак, а наркотики. Не мистика, а личная безответственность. Поэтому для тех, кто приходит сюда, важно помнить: легенды создают атмосферу, но ответственность за свою жизнь и уважение к природе всегда за нами. Однако легенды не всегда рождаются на пустом месте. Достаточно вспомнить книгу «Призрак убитой» Виталия Егорова. Он является российским писателем, признанным лучшим сыщиком Советского Союза, полковником полиции в отставке. После долгих лет службы в органах он ушел в отставку и начал писать книги. Так он написал целую серию книг «Детектив. Реконструкция», написан офицером полиции. В книге как раз-таки повествуется история о том, как на сопке любви был найден наполовину скелетированный труп девушки. И то, как оперативная группа раскрывала эту запутанную и загадочную историю. А спустя время по округе пошел слух, что на сопке любви появился призрак убитой. Но это уже другая история.
Чучур-Муран – место, знакомое каждому жителю Якутска. Дословно с якутского его название переводится как «остроконечная сопка». Зимой здесь катаются на лыжах, а летом гуляют у подножья. Когда-то эту гору почитали как священную. По преданиям, именно здесь Эллей Батур впервые организовал СФ. В дореволюционные годы сопка стала местом революционных маевок и сборов. А еще говорят, если ты к ней не проявишь уважения, она может ответить. По легенде, дух горы не пощадил даже самую светлую душу якутской оперы – Екатерину Захарову, певицу, чье пение будто бы вторило самому Чучуру, пока он не заглушил ее голос навсегда. Екатерина Захарова родилась в 1920 году в Амгинском Улусе. С 16 лет работала солисткой Первого национального хора Якутского театра. Сахакёреге – якутский жаворонок, так ее называли при жизни. Дальнейшим источником моего повествования стала работа Варвары Корякиной. Сестра Екатерины рассказывала, Катя долго выстаивала очереди и получала на троих 1200 граммов хлеба. Несмотря на суровое время, ее долго не покидала мечта получить профессиональное музыкальное образование. Катя со своими сверстниками поехали учиться в Свердловск, а затем, приехав на родину после учебы, они летом 1944 года поехали в Амгу на ОСЭХ. По дороге назад она исполнила прощальную песню собственного сочинения, словно прощалась с родными местами. Это была ее последняя поездка на родину. Она умерла весной 1945 года. Ей было всего 25. Смерть певицы обросла мистическими подробностями. Во время одной из поездок на гастроли из Покровска на грузовике ансамбль, как обычно, пел в дороге. Когда машина проезжала мимо сопки Чучур-Муран, из горы, как говорят, стал вторить чей-то сильный голос. Все, кроме Екатерины, испуганно замолкли. Она продолжала петь. Вместе с ними ехал один пожилой артист, который стал подбадривать девушку, мол, держись, теперь с тобой соревнуется сам дух горы, ты его должна перепеть во что бы то ни стало. Но получилось, что перепеть духа горы Кате не удалось. Она закашлялась и замолчала, и тогда из горы раздался страшный хохот. В том же году девушки не стало. Хоронили Екатерину в ясный солнечный день у подножья Чучур-Мурана. Во время панихиды резко поднялся вихрь. Трижды обошел гроб, а затем направился в сторону горы. Многие посчитали, это сам дух сопки принял ее душу. Спустя десятилетия гора снова оказалась в центре городских баек. В 2013 году СМИ передавали слухи. Якобы на Чучуре закопаны тела братков из криминальной среды, умерших во время разборок. Любимые предостережения, ходящие среди них, это вывести на Маганское или закопать на Чучур-Муране. Но, как вы понимаете, это больше слухи, чем реальные случаи. Ну, хотя я не знаю, может быть, это и реально происходило. Официальных подтверждений этим историям не было. Ну, кроме книг, о которых я расскажу позже. А вот реальные происшествия были. В октябре 2020 года случилось действительно трагическое происшествие. В одноэтажном доме вспыхнул пожар. Спасатели нашли тело женщины 1950 года рождения. Она не успела выбраться. В том же месяце того же года вспыхнул еще один пожар в этнокомплексе Чучур-Муран. Пожар был большой площади, около 15 квадратных метров. Для потушения потребовалось 11 человек и 2 единицы техники. Слава богу, обошлось без жертв. В общем, вокруг Чучур-Мурана до сих пор витает мистический ореол. Возможно, дух горы действительно предостерегает и иногда забирает человеческие души. Но, скорее всего, пожары – это результат технической неисправности или человеческой невнимательности. А скоропостижная смерть – это не проклятие горы, а итог тяжелой болезни. Ведь учеба в Свердловске проходила очень тяжело. Уральский суровый климат, пронизывающий ветер и голодные дни ухудшили здоровье девушки,
и ей пришлось вернуться на родину с туберкулезом. У меня есть предположение, что тогда, проезжая на грузовике возле Чучурмурана, они действительно слышали гул и то, как вторит чей-то голос. Но, скорее всего, это было не из-за сопки, а из-за эха и рельефа горы. Также про священную гору было написано несколько книг Виталием Егоровым. И во всех источниках упоминается, что все истории были основаны на реальных событиях. Как упоминает сам писатель, в мрачные 90-е на Чучурмуране произошла череда действительно страшных преступлений, совершенных бандитами Якутска. Так, в книге «Проклятая гора» повествуется история о том, как в убойный отдел Якутска обратилась женщина. По ее словам, одним поздним вечером им позвонили в дверь. Ее муж вместе с другом семьи, одевшись, вышли за дверь и не вернулись, а после их тела были найдены у подножия горы Чучурмуран, а затем еще один труп и еще один. А в следующей книге «Кара Чучурмурана» описывается запутанное дело в 90-е о пропаже директора центрального рынка и его друга. Но верить этим рассказам или нет, дело только ваше. Возможно, дух сопки и существует, а возможно, это всего лишь отражение нашей склонности искать смыслы там, где сработала простая цепочка случайностей. Надеюсь, мои старания вы оцените лайком и репостом. Вы бы знали, как я запарилась над созданием этого видео и сколько людей привлекла на помощь. А на этом все. С вами была я, Аина. Всем пока!